Калорийная пища – частично копченая колбаса, яйца, сыр, сгущенное молоко, натуральный фруктовый сок или свежие фрукты. Теперь в рацион солдат вошли продукты, произведенные отечественными производителями. Кроме этого, значительно увеличена суточная норма мяса, рыбы, лапши и растительного масла. Примерно за полчаса до приема пищи проводится проверка армейской столовой на соблюдение санитарных норм. Мы употребляем в пищу каждый день свежие продукты. Все проводится через накладную. То есть вся еда у солдат должна быть свежей, и мы за этим строго следим. При принятии новой формы продовольствия учитывались особенности военной службы, боевая готовность солдат, климатические условия и многое другое. Сначала было тяжело служить, а сейчас мы привыкли. Еда очень вкусная и ее достаточно. Нас даже иногда заставляют есть больше пищи, чтобы были силы. В армии питание хорошее. Я служу уже 9 месяцев, и за это время я ни разу не слышал жалобы со стороны сослуживцев на питание, да и в целом на условия. Раньше улучшенный рацион питания предназначался только для солдат Национальной гвардии. Теперь все солдаты, несущие службу в армии, будут питаться едой с высоким содержанием килокалорий. Это кухня, где готовится вся еда для солдат. Здесь все оборудование работает с помощью электричества. Имеются вытяжки в необходимом количестве. Повара работают посменно. Каждый из них проходит медосмотр. Мы стараемся кормить солдат вкусно и сытно. Глава государства Садыр Джапаров, вступая в должность президента, дал интервью, в котором рассказал о состоянии готовности силе вооруженных сил Кыргызстана. Тогда он отметил, что у солдат плохое питание. Так президент Садыр Джапаров дал задание выделить денежные средства на улучшение солдатского меню и провести работу по оснащению кыргызской армии современным оружием и военной техникой. В данный момент килокалория первой нормы намного выше, чем старая норма. Можете наглядно документацию посмотреть. Да, раньше выдавали личному составу только на одну военнослужащую 150 грамм мяса. Сейчас в данный момент выдается мясо говяжье первой категории 200 грамм, 50 грамм больше. Здесь каждый день отшивают военную форму, начиная с генеральской, заканчивая формой рядового солдата. Одежда для военных должна быть самой прочной, а главное удобной, отметила заместитель начальника комбината бытового обслуживания Зарина Султанова. Военную форму мы здесь шьем постоянно, потому что в армии приходят новое пополнение. Это весной и летом, и осенью мы принимаем молодое пополнение, которых должны мы обеспечивать. Армия должна быть достаточно мощной, чтобы защищать страну. По указу Садыра Джапарова для улучшения военной отрасли были выделены большие денежные средства из бюджета. Очень важно, чтобы мы повысили обороноспособность нашей страны в период мировых вызовов и угроз. Для Министерства обороны получены новые вертолеты, закуплены бронетехника, тяжелая военная техника и беспилотники. В рамках повышения обороноспособности государства приобретен модернизированный мобильный зенитно-ракетный комплекс «Печора», который будет обеспечивать противовоздушную оборону. Рахат Батырбекова, Асхар Маратов, ЛТР, Бишкек.